Ежегодно 23 апреля отмечается Всемирный день авторского права и книги. В этот день Кыргызпатент провел конференцию на тему расширения прав на музыкальные произведения в цифровой среде. Участники обсудили ряд тем, в том числе развитие надежной инфраструктуры в музыкальной индустрии, распространение каталогов авторских прав среди 10 тысяч пользователей, музыку или другой контент, доставку конечным пользователям, каталоги произведений на новых рынках, ну и, конечно, защиту авторских прав. В целом, Кыргызпатент ведет работу в области авторского права двумя путями. Первое – это государственная регистрация, что включает в себя любое произведение автора, будь то научное, художественное или литературное, которое ведомство регистрирует и выдает ему свидетельство. Для этого автор должен сообщить самому ведомству. Второй путь – осуществляется контроль за получением разрешения от автора музыкальных произведений, исполняемых в телерадиокомпаниях, торговых сетях, кафе-барах и других развлекательных заведениях. Сейчас большинство авторских работ где используется? Разумеется, в интернете. И чтобы наши авторы могли распространять свою работу, не рискуя при этом тем, что ее могут присвоить, мы работали усердно. Мы знакомим авторов с такими специальными платформами, на которых они могут сразу же регистрировать работу, чтобы она числилась как авторская. И мы работаем над тем, чтобы в нашей стране соблюдались авторские права. Зачастую встречаются случаи незаконного использования произведений без договора с Кыргызпатентом и без разрешения автора, но предусмотрено и наказание за такие деяния. На первый раз нарушителю грозит штраф в размере 50 тысяч сомов, в случае его повторения до 5 лет лишения свободы. Это четко указано и в законе Кыргызской республики. Мы стараемся проводить много разъяснительных работ. К примеру, не так давно мы были в Волжской, Джалабатской областях, а кроме того, планируется провести мероприятия и на севере страны. Мы считаем, что чем больше мы будем разговаривать с населением и доводить до них ту информацию, в которой объясняется, что за присвоение авторских работ можно понести наказание, у людей будет меняться и сознание. К примеру, чужую машину ведь вы не угоняете, так и с авторскими работами тоже, включая музыкальные произведения. Только с получения разрешения составления договора можно использовать авторские работы. Госагентство интеллектуальной собственности и инноваций также тесно сотрудничает с зарубежными экспертами в области авторского права. К примеру, Валерия Брусникина прибыла специально из Москвы и выступила с докладом о расширении прав на музыкальные произведения в цифровой среде. В Кыргызстане огромное количество национальных авторов, которые пишут, сочиняют, которые записывают совершенно прекрасную национальную музыку, которая востребована не только в Кыргызстане, которая востребована также в Российской Федерации. И одна из наших целей и задач – это помимо презентации запуска сервиса на территории Кыргызстана, мы еще хотим вашу национальную музыку использовать в нашем сервисе в России. Конкретно, смотрите, есть правообладатель, у него есть какая-то песня, которую он написал. Мы эту песню загружаем в наш сервис, составляем из нее плейлист. Эта музыка попадает к десяткам тысяч пользователей, десяткам тысяч бизнесов, которые находятся в России, которые будут находиться в Кыргызстане. И мы учитываем каждый факт использования музыки. И правообладатель имеет возможность получить вознаграждение на основании достоверных сведений о фактическом использовании его музыкального контента. Следует отметить, что Кыргызпатент защищает права авторов работы и распределяет награды. В этом году госагентство собрало более 13 миллионов сомов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Айзада Урумбаева, Джантай Макенов, Пирамида.